Возможно, ты сейчас этого не осознаешь, но у меня есть тщательно продуманный план. Потому что ты доверяешь мне, потому что я очень тебя люблю. Это твое последнее послание, отнесись к нему серьезно. Неважно, пропустили ли вы все остальные звуки, но если вы пропустите этот, все будет кончено. Вы проживете лучшую жизнь, у вас будет много веселья, денег и крепких отношений со своими близкими. Не рискуйте, отметьте дату до 31 декабря 2023 года. Вы получите большое финансовое благословение. Введите «да» для подтверждения. Готовы ли вы к здоровым и счастливым отношениям на следующей неделе? Этот человек всегда думал о вас и скоро выразит свои чувства. Вам очень нравится этот человек. Также готовьтесь к неожиданным подаркам и деньгам на следующей неделе. Жизнь будет похожа на один большой сон. Фейдес, вы получите хорошие новости. Вселенная меняет все ситуации. Вы вступаете в новый сезон благословений. Будьте готовы к этому. В вашей жизни скоро произойдут перемены. Приготовьтесь к вашим благословениям. Вы прошли через достаточно, и прорыв уже на пути. В Псалме 18 часов 39 минут написано: «Ты припоясал меня силой для битвы, ты заставил врагов моих склониться предо мною». Бог жаждет наполнить вас своей силой. Если вы слишком долго держали голову опущенной, сегодня я молюсь во имя могучего Иисуса, чтобы сила Божья окружила вас. Представьте себе силу, возникающую внутри вас, которую вы никогда раньше не испытывали. Небесный Отец, я прихожу к Тебе с сердцем, полным благодарности за дар жизни, который Ты мне даровал. Сегодня я ищу Вашей божественной защиты и руководства как для своей жизни, так и для моей семьи. Слово Твое уверяет меня, что, несмотря на все возможные несчастья, Ты спасаешь праведников от всех них. Смиренно прошу Тебя спасти меня от любого злого замысла, задуманного против меня, и когда трудности окружат меня, услышь мой крик и избавь меня. Молю, Господи, чтобы Ты окутал меня теплом Твоих защитных рук. Даруй мне твердую веру и доверие к Тебе, превосходящие все страхи. Я заявляю, что не убоюсь зла, потому что Ты, Господи, хранишь меня. Я вверяю свою семью Твоей заботе, ищу Твоего избавления от замыслов злодеев. Твоя всепоглощающая любовь, милосердие и благодать смиряют меня, хотя я этого и не заслуживаю. Как сказано в Псалме 55, 16-17, «Я обязуюсь искать Тебя утром, днем и ночью, веря, что Ты услышишь мой голос и что Твой мир, превосходящий всякое понимание, утешит меня во времена скорби. Ты мое прибежище и сила, непрестанная помощь в трудную минуту. Укрой меня своими перьями и позволь мне укрыться под Твоими крыльями. Я умоляю об укреплении и защите Вашей драгоценной крови и прошу, чтобы Ваши могущественные ангелы располагались вокруг меня, куда бы я ни пошел. Благодаря Твоей бесконечной милости дай мне силу преодолеть все трудности, которые может преподнести жизнь. Я заявляю во имя могущественного Иисуса, что ни одно оружие, созданное против меня, не будет успешным. Выйди вперед, Господь, и устрани все препятствия на моем пути. Я отменяю все несчастья, которые могут случиться со мной и моей семьей. По Своей бесконечной милости освободи меня от болезней и немощей. Будь моим прибежищем и главным краеугольным камнем, ведущим меня по путям справедливости. Даже если я пройду долину смертной тени, я не убоюсь зла,
потому что Ты со мной. Благодарю Тебя, Господь, за Твою мощную защиту моей жизни. Во имя могущественного Иисуса я молюсь. Аминь. Бог говорит с тобой сегодня, сын мой. Несмотря на трудности, с которыми вы столкнулись в своей жизни, знайте, что я организую все для вашего высшего блага. Возможно, сейчас вы этого не осознаете, но у меня есть для вас тщательно составленный план. Поверь мне, потому что я очень тебя люблю. Чтобы привлечь чудеса, сохраняйте спокойствие, отпустите свои тревоги и выразите благодарность за то, что у вас уже есть. Напишите «Аминь», если вы отождествляете себя с этим посланием. Бог уверяет вас, что вскоре вы будете приятно удивлены, увидев, как все складывается и чудесным образом работает в вашу пользу. Если веришь, напиши «Аминь». Бог советует не беспокоиться и не торопиться. Процесс разворачивается, и я готовлю подходящего человека для входа в вашу жизнь. Верьте, ведь это произойдет в идеальное время. Напишите «Аминь», если вы верите в это божественное время. Ожидайте чудесного события на этой неделе, написав 121, и приготовьтесь получить явление, которого вы так долго ждали. Верьте, что Вселенная меняется, чтобы принести вам любовь, деньги и исцеление, которых вы желаете. Введите «Да», чтобы приветствовать это изменение. Бог призывает вас молиться и отдыхать, пока Он справляется с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. Ожидайте чего-то великого на этой неделе и напишите 32:32, если верите. Бог говорит: «Мои возлюбленные, я хочу заверить вас, что каждое испытание будет преодолено во мне с непоколебимой верой. Я вижу бремя, которое тяжело давит на ваше сердце, и я призываю вас довериться моей руке, позволяя мне осторожно вести вас к обильным пастбищам. Мое желание – удовлетворить самые сокровенные стремления вашей души божественной любовью и нежной заботой. Не бойся испытаний, которые могут возникнуть, ты останешься твердым, и я буду крепко держать тебя. Я понимаю моменты вашей слабости, и именно поэтому обращаюсь непосредственно к самой сути вашего существа. Мой дорогой сын, я здесь с тобой. Вместо того, чтобы поддаваться растерянности и отчаянию, найдите минутку, чтобы отдохнуть в моем присутствии. Перестаньте беспокоиться о неопределенном будущем и проблемах мира. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, на вашей семье, вашем духовном благополучии и развитии вашей души посредством моего слова. Горячо молитесь, делайте добрые дела и проявите милосердие к тем, кто, возможно, обидел вас, даже если вы продолжаете сталкиваться с несправедливым обращением. Подставь другую щеку, если ущерб не исчезнет, покажи, что твоя любовь глубока, так же, как я отдал свою жизнь за своих детей. Готовы ли вы сражаться за свою семью, встретиться со мной, получить благословение и обрести свободу среди глобальных потрясений и слухов о войнах? Не прекращайте молиться. Напишите имена своих близких в своем молитвеннике и поделитесь со мной своими надеждами и пожеланиями относительно них. Хотя я уже знаю их жизнь и мысли, я хочу, чтобы вы активизировали свою веру и узнали силу молитвы о том, что действительно важно. В то время как другие могут быть потрясены знамениями, свидетелями которых они стали, вам и вашей семье не нужно бояться, потому что я никогда не оставлю вас. Будь готов. Пока другие парализованы страхом, вы станете свидетелем удивительных чудес. Поверьте мне на слово, ничто не находится вне моей досягаемости.
Я глубоко люблю тебя, и твоя любовь ко мне наполняет меня огромной радостью. Поверьте мне и протяните руку помощи в эти трудные времена. Не позволяйте угрозам и проблемам украсть ваш покой и уверенность. Твои страдания трогают меня, и я испытываю к тебе глубокое сострадание. Как я уже говорил ранее, я благословлю вас, потому что это мое желание. Заявите о своей готовности получить мое благословение. Я держу тебя на ладони, накрываю тебя своей священной мантией. Тебя глубоко любят, ты мой сын. Я охотно благословлю вас и сдержу свои обещания. Я всегда был рядом с тобой, никогда не покидал тебя. Даже в трудные времена я не оставлю тебя. Мои планы превосходят ваши, мои мысли вечны и приведут вас к миру и процветающей безопасности. Жизнь может преподносить трудности, но столкновение с ними с верой и надеждой приведет к преобразующему путешествию. Ищи меня утром, в течение дня и перед сном. Склонись передо мной, потому что я ценю твой искренний взгляд. Даже если вы этого сейчас не видите, небеса радуются, когда ваши уста открываются в хвале и когда вы с верой молитесь, прося защиты от болезней и пандемий для своей семьи. Когда вы уверенно заявите, что вас никогда не бросят, послушайте мой ответ. Я тебе еще раз говорю, даже если весь мир бросит тебя, я никогда этого не сделаю. Даже если те, кто утверждает, что любит тебя, потерпят неудачу, моя любовь к тебе превзойдет их. Я не обманываю, я никогда тебя не подведу. Ваша семья, ваше будущее и ваше здоровье в моих руках. Цените, цените и дорожите своими благословениями, не подвергайте опасности то, что я дал вам. Если вы останетесь верными в мелочах и будете распоряжаться тем, что я даю вам в трудные времена, мое слово обещает, что ваши благословения умножатся, и я подарю вам еще более драгоценные и вечные дары. Ты любишь меня, и ты благословлен, и ты будешь обильно благословлен. Твоя непоколебимая вера направила тебя на правильный путь, и именно таким я хочу тебя видеть. Сосредоточьтесь на моих заповедях и позвольте моему слову пропитать ваше существо. Ваше путешествие было трудным, и вы изо всех сил изменили свой курс, позволив божественному ветру наполнить ваши паруса. Из-за вашего изменившегося отношения и жажды трансформации я здесь, чтобы сверхъестественным образом благословить вас. Эти слова, которые ты слышишь, дают жизнь, а они означают мою любовь и мою руку, ведущую тебя к победе во всех твоих битвах. Я благословляю вас мудростью, увеличиваю ваше понимание, изменяю ваш характер и наделяю вас жизнью. Вы больше не будете впадать в заблуждение и запутываться в старых искушениях. Отныне вас будет тянуть к добру, красоте, чистоте и справедливости. Не поддавайтесь искушению заниматься деятельностью, которая загрязняет ваш разум и ослабляет ваше сердце. Вы будете поражены масштабами вашей трансформации и благословениями, которые теперь украшают вашу жизнь. Окружающие будут уважать вас, не обращать внимания на прошлые ошибки и прощать совершенные проступки. В вашу душу изливается обильная благодать, и с сегодняшнего дня откроются новые двери, несущие обеспечение и благополучие в вашу семью. Я прокладываю для вас новый путь, свободный от страхов и напряжения, вызванных прошлыми ошибками. Вы будете вести мирную жизнь, погруженную в спокойствие, без страха и кошмаров. Моя кровь освободила тебя, никакой вред не может быть причинен тебе ложью, колдовством или посланиями тьмы.
Ты чист духом, душой, губами, разумом и сердцем. Это награда, которую я даю тем, кто принимает мое слово, раскаивается в своих ошибках, принимает мое прощение, прислушивается к моему руководству и каждый день приближается к моему присутствию на коленях, чтобы получить мое благословение. Я люблю тебя, ты будешь жить и продолжать побеждать. Вы и ваша семья находитесь под моей защитой, и последнее слово остается за мной. Вы будете упорны, несмотря на все, через что вам пришлось пройти, держите голову высоко поднятой, сохраняя свое достоинство. Не кланяйтесь врагам, стремящимся вас унизить. Признайте меня единственным суверенным Богом, вашим Царем, Господом и Небесным Отцом. Вы можете столкнуться с морем проблем, грозящих сокрушить вас, но вы поверите в мою силу и уверенно пройдете по этим бурным волнам конфликта. Ты не утонешь и не утонешь, моя рука всегда будет рядом, чтобы спасти тебя. Даже в минуты сомнений крепко держи меня за руку, ты можешь рассчитывать на меня. Я всегда рядом с тобой, доступен, зная, что не отвергну тебя. Я освобожу тебя от твоих проблем и дам тебе возможность двигаться к победе. Даже если вам придется плыть против бурных ветров, знайте, что вы пользуетесь моей любовью и благосклонностью. Твой триумф имеет основополагающее значение для моих планов. Иди вперед, как воин-победитель. Ты не слабый, ты сильный. Вы не одиноки, я с вами, поднимаю вас, чтобы вы могли стать свидетелями возможности преодоления проблем, потребностей, болезней и, прежде всего, уверенности в победе над грозными противниками. Приготовьтесь ко времени радости, когда те, кого вы любите, признают вас благословением. Я излил на тебя свою благодать, я помазал тебя и поставил тебя главой и лидером поколения. Через тебя я совершу великие чудеса, свидетелями которых станут многие. Однако остерегайтесь гордыни и тщеславия, храните свое сердце в соответствии с моим словом, относясь к другим с любовью и смирением. Я хочу проявить свою любовь к миру через тебя. Пришло время осуществить цель, которую я имею в вашей жизни. Я люблю тебя, ты будешь процветать. Я написал твое будущее еще до твоего рождения. Те прекрасные желания и мечты в твоем сердце, стремления, которые сохранялись годами, находятся в моих руках. Ваши молитвы за своих близких записаны в моей книге, я ничего не забываю. Всему свое время и сезон. Мое желание – благословить вас, открыть для вас двери, увеличить вашу мудрость, веру, смирение и терпение. Ты мое дитя, посаженное в место, где ты можешь расти и приносить плоды. Карта благословений в твоих руках – это мое святое и могущественное слово. Подойдите к этому с верой и пылом, храните это в своем сердце. И если ваше прошлое было отмечено неудачами, если вы оступились и потеряли хорошее, скажите вместе со мной: «Мое прошлое позади, отныне моя жизнь, моя семья и мое будущее будут благословлены». Смело провозглашайте эти слова. Ваше прошлое осталось позади, и отныне ваша жизнь, ваша семья и ваше будущее будут благословлены. Никогда не стыдитесь поделиться своим словом с кем-либо. В моих обещаниях, величественных чудесах, сверхъестественном и ответах есть вечная жизнь, когда вы сталкиваетесь с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями. Святое Слово даст мудрость, чтобы преодолеть их. Бог говорит с вами сегодня, призывая вас приблизиться к Нему. Пожалуйста, не злоупотребляйте моей любовью и прощением. Скажите «нет» блуду, наркотикам и всем формам зла.
Обратись ко мне, и я очищу тебя от всякой несправедливости. Я тебя люблю. Если согласны, напишите «Аминь». У Исаии смело провозглашается: «Не искавшие меня нашли меня, я открылся тем, кто не просил меня». Римлянам 10 часов 20 минут. Размышляя над исходом 34:6-7, подчеркивается, что Господь сострадателен, милостив, долготерпелив, многомилостив и верен, прощающий зло, непокорность и грех. Деяния 17 напоминают нам, что знание времени и дат находится за пределами нашей досягаемости и определяется только властью Отца. Экклезиаст 5 часов 18 минут призывает нас находить радость в деле, которое дал нам Бог. Верьте, что вы являетесь проводником богатства в свою семью. Напишите «Да», если верите. Бог обещает, что следующие 7 дней будут наполнены удивительными благословениями, открытыми дверями, исцелением, финансовым ростом и божественной милостью. Напишите «Аминь», чтобы подтвердить свою веру. Бог обещает необычайную неделю, наполненную удивительными благословениями, открытыми дверями, исцелением, финансовым ростом и божественной милостью. Пусть эти обещания зажгут ваш дух и подпитают ваши стремления. Подтвердите свою веру громким «Аминь». Общение – краеугольный камень наших отношений с Творцом. Никогда не позволяйте чувству неполноценности или никчемности мешать вашим молитвам. Приступайте к Божественному престолу со смирением и благоговением. Осознайте безграничную любовь и принятие, как только вы испытаете преображающую благодать Бога. Никакая внешняя сила не сможет исказить ваше восприятие Его. Его любовь – якорь в жизненных бурях, а Его присутствие – постоянный источник силы. Дорожите нерушимой дружбой, которая выдерживает испытания временем. Любовь настоящего друга выдержит все испытания, обеспечивая комфорт и непоколебимую поддержку. Встречайте этот день с непоколебимой верой, зная, что Бог – ваш постоянный спутник и защитник. Позвольте миру стать свидетелем сияющего света, исходящего из вашего духа. Дорогая, уважаемая душа, сегодня я передаю тебе божественное послание, полное любви, надежды и глубокого смысла, выраженное самыми простыми словами. Бог хочет, чтобы вы услышали это утешительное послание. Приливы меняются. Это послание несет в себе обещание трансформации, победы и благословений, которые необыкновенным образом мягко коснутся каждого аспекта вашей жизни. Бог понимает слезы, которые вы пролили, битвы, в которых вы участвовали, и испытания, с которыми вам пришлось столкнуться. Осознайте бремя, которое тяжелым бременем легло на ваши плечи. Сегодня, в этот безмятежный момент, Бог обращается непосредственно к вашему сердцу. Он хочет, чтобы вы знали, что пришло время насладиться победой над вашими трудностями. Это момент нежной трансформации, когда трудности, с которыми вы столкнулись, изящно уступят место радости и триумфу, которых вы заслуживаете. В своей бесконечной любви Бог приготовил для вас праздничный пир. Этот банкет символизирует не только вашу скорую победу, но и бесчисленные благословения и милости, которые Бог готов излить в вашу жизнь. Это божественный пир – отражение благодати Божией и подтверждение Его глубокой и непоколебимой любви к вам. Те, кто, возможно, сомневался в вас, те, кто, возможно, пытался помешать вашему прогрессу, теперь становятся свидетелями откровения Божьего божественного плана в вашей жизни. Неверующие будут с трепетом наблюдать, как Бог помазывает вас своей любовью и благодатью.
Ваша жизнь чудесным образом преобразится, и ее благословения проникнут во все аспекты вашего существования. Те, кто когда-то противостоял вам, теперь будут лить слезы покаяния. Кроме того, посреди этой вести о триумфе и праздновании Бог мягко предупреждает вас о насущной проблеме в вашей семье. Кто-то дорогой вам столкнулся с болезнью, с проблемой, которую он от вас скрывал. Этот член семьи интровертен, и ему трудно выражать свои проблемы и страхи. Они несут тяжелое бремя, которое привело их в состояние депрессии и отчаяния. Бог обращает ваше внимание на этот вопрос, потому что Он избрал вас получателем Его любви и сострадания. Ваше сочувствие, доброта и готовность поддержать этого члена семьи могут привести к глубоким изменениям в его жизни. Вы были выбраны, чтобы стать их светом надежды, источником утешения и исцеления. Бог признает доброту в вашем сердце и вашу готовность протянуть руку помощи нуждающимся. Когда вы сделаете шаг вперед, чтобы помочь членам своей семьи во время их борьбы, вы будете вознаграждены множеством благословений. Ваши сострадательные действия не останутся незамеченными Богом, и Его любовь обильно изольется в вашу жизнь. Ваше путешествие по жизни могло быть отмечено слезами и испытаниями, моментами, когда вы сомневались в своих силах и цели. Однако именно в этих испытаниях мы находим возможности для роста и трансформации. Бог видит красоту в нашей способности учиться, адаптироваться и преодолевать невзгоды. Очень скоро вы можете столкнуться с моментами триумфа, которые сияют, как маяки надежды. Эти победы будут свидетельством преображающей благодати Божией в вашей жизни. Какими бы незначительными ни были испытания, они являются свидетельством вашей стойкости и божественной поддержки, которая вас поддерживает. Божья любовь и руководство всегда присутствуют, помогая вам противостоять самым трудным жизненным обстоятельствам и направляя вас к лучшим моментам вашего существования. Вы не одиноки в этом путешествии, поскольку их любовь и поддержка непоколебимы. Путь перед вами освящен Его присутствием и ведет вас во времена несравненных благословений. Будьте готовы получить благословение сегодня. Протяните руку помощи члену семьи и примите триумф, который предназначил для вас Бог. Его благодать вольется в вашу жизнь, как река-водопад. Чудеса вот-вот коснутся вашей жизни, и вы станете живым свидетельством Его любви и сострадания. В глазах Бога вы ценная душа и заслуживаете Его обильных благословений и благосклонности. Возможно, ваш путь был отмечен слезами и испытаниями, но он также был путем роста, трансформации и триумфа. Сегодня вы находитесь на пороге нового начала, где ситуация меняется в вашу пользу. Будьте готовы принять счастье в своей жизни. Напишите «Аминь», чтобы заявить об этом сейчас, и позвольте нежным волнам божественной любви перенести вас в место мира и безмятежности в тишине этого момента. Пусть слова омывают вас нежным потоком, принося с собой ощущение безмятежности и внутреннего покоя. Сегодня вечером осознайте, что то, что вы носили с собой годами, готово к использованию. Почувствуйте предвкушение значительных перемен, потому что ангел шепчет вам, что ваши лучшие дни вот-вот начнутся. Стойте твердо в своей вере и будьте непоколебимым светом среди меняющихся проявлений жизни. Осознайте, что иногда божественные планы останавливаются, пока путь не станет безопасным, чистым. Будьте благодарны за эту жизнь, ведь то, что предназначено вам, не пройдет мимо вас. Бог организует трансформацию в вашей жизни.
Ваши неудачи вот-вот обернутся возрождением, ваши раны заживут, а ваша семья будет благословлена. Путешествуя по этому пути, помните, что Бог меняет вашу ситуацию. Верьте, что благословение уже в пути, и ваше выздоровление неизбежно. Если в вашем сердце резонируют эти слова, подтвердите это, написав «Аминь». Поддержите сообщество, если хотите и знаете, что Бог хочет, чтобы вы услышали сегодня 4 вещи. 1. Все, что вы потеряли, будет восстановлено, и лучшие дни не за горами. 2. Работа и благословение, о которых вы молились, уже в пути. 3. Бог дарует вам силу, ответы, мир и исцеление. 4. Не сдавайтесь, великая победа уже на пороге. Ваша жизнь – часть божественного плана, который превосходит ваши ожидания. Божьи сюрпризы поразят вас, унеся в неизведанное место, познакомив с новыми лицами и подняв на новые высоты. Примите этот момент. Будьте спокойны и признайте, что Бог работает в вашей жизни. До конца этого месяца будут хорошие новости, работа, хорошее здоровье или одобренное заявление. Улыбайтесь, потому что финансовое изобилие уже не за горами. В течение следующих 48 часов подтвердите это, написав «Да, если верите». Если вы заинтересованы в привлечении в свою жизнь неограниченного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности, изучите секреты изобилия по предоставленной ссылке. Ваше повышение неминуемо, награда за вашу верность в мелочах. Будьте сильными, никогда не сдавайтесь и приготовьтесь получить чудесный дар небес, который подтолкнет вас к осуществлению самых смелых мечтаний. Ангелы обещают, что вы принесете в свою семью здоровье, богатство и процветание. Если вы видите это сообщение, ожидайте значительного богатства через 3-5 дней. Посмотрите до конца, чтобы заявить об этом. Повторяйте за мной. Мой доход постоянно увеличивается, деньги легко текут в мою жизнь. Прекрасные начинания уже в пределах досягаемости, энергия высока и струится вдохновение. Будьте открыты для получения, потому что Божественное желает видеть вас искренне счастливыми и пойдет к великому. Длины. Чтобы это произошло, напишите 2222, если вы готовы к значительным благословениям. Будьте благодарны, держите голову высоко поднятой, ведь ваши лучшие дни впереди. Почувствуйте возникающие эмоции. Чувствовать грусть и боль – это нормально, но никогда не утверждайте «вы не побеждены», «вы победительны». Расслабляясь, помните, что все уже ваше и развивается по плану. Бог разоблачит вредное влияние, раздражит тех, кто раздражает вас, и обратит вспять всякое зло. Ваши слезы будут вытерты Иисусом, и вы подготовитесь к удивительным благословениям, чудесам и прорывам в предстоящие дни. В этот момент, мой любимый сын, пусть ты обретешь покой, надежду и уверенность в том, что ты не один в этом путешествии. Всегда знайте, что я рядом с вами, осыпаю вас любовью, предлагаю вам руководство и дарую вам благословение. Путь твой не одинок, доверься мне, твоему Богу, твоему Отцу и твоему нерушимому спутнику. Твердо идите с верой и увидите, как перед вами разворачиваются необычайные события. Откройте страницы своей Библии с пылкой жаждой мудрости и роста. Пока вы читаете, почувствуйте, как мое присутствие окутывает вас, направляя вас через каждое слово. Сомнения в постоянстве моей любви рассеются, и мысли отчаяния не найдут места в твоем сознании.
В моменты ошибок признайте, что я поселился в вашем сердце, неся с собой благословение, божественную силу и предназначенную цель для вашей семьи. Дни, оскверненные страхом, прошли, я изгнал пожирателя из вашей среды. Отдайтесь мне полностью, доверьтесь мне безоговорочно, и вам будет даровано великое счастье. Это обещание было написано и запечатано еще до вашего существования. Вы любимы, и вам не причинят никакого вреда. Я спасу вас от невзгод и предоставлю решения, которые вы ищете. Даже сегодня ты станешь свидетелем сверхъестественного проявления моей огромной любви к тебе. Ожидайте рассвета лучших дней. Приготовьтесь к неминуемым благословениям. Вместо того, чтобы наполнять горнило ваших стремлений словами жалоб, наполните его надеждой. Отвергните мысли о поражении и отвергните суды тьмы. Пусть сияние святого обетования озарит ваше существо. Моменты страданий исчезают, и приближается время вашего решения. Появление вашего ответа неизбежно, и ваше освобождение уже близко. Спокойное сопротивление и отсутствие жалоб окажутся ценными. Ваша храбрость будет вознаграждена, и плоды ваших жертв будут очевидны. Хотя время может пройти быстро, дорожите словами, которые я передаю вам. Моя любовь – нерушимая константа, и моя милость всегда будет с тобой. Мое милосердие останется доступным. Радуйтесь теперь, будьте веселы и готовьтесь принять мой ответ с распростертыми объятиями. Никакая сила не сможет сломить тебя, я подниму тебя. Ни один враг не сможет победить тебя, потому что я защищу тебя. Никакое проклятие не может прийти, потому что я благословлю тебя. Никакой стыд не сможет достичь тебя, потому что я поддержу тебя. Тебе не причинят никакого вреда, потому что я сохраню тебя. Тому, кто посмеет причинить тебе вред, придется встретиться со мной лицом к лицу. Не бойтесь, вы не одиноки. Я буду присматривать за своими детьми. Отправьтесь в путешествие веры к своей мечте. Расширьте свою веру и поверьте в большие возможности. С этого момента делайте смелые шаги. Не позволяйте никому запугивать вас или утверждать свое превосходство. Я Творец, и все равны моему образу. Те, кто любит меня, ищут меня и имеют веру. Они узнают своего настоящего Отца и знают, кому можно доверять. Хотя ваши враги воспринимают вас внешне как обычного человека, внутри они чувствуют присутствие моего Святого Духа. Поднимите свою веру. Знайте свою личность, имущество и стремление. Ваше желание исполнять мою волю, ежедневно совершенствоваться и испытывать трансформацию. Не бойтесь никого, стойте твердо и вступайте в бой, ибо победа обеспечена верой в Слово Мое. Берегите свое сердце, сопротивляясь загрязнению мирского негатива. Не утверждайте, что определенные стремления ограничены возрастом. Не поддавайтесь убеждению, что разочарования погасили ваши большие мечты. Такие мысли оскорбляют и ранят меня, ставшего свидетелем многочисленных чудес. Не объявляйте этот путь недостижимым для вас. Я буду творить чудеса в твоей жизни, независимо от возраста. Другие станут свидетелями вашей трансформации, будут искать вашего руководства и доверять вам свои секреты. Веди их ко мне. Следуйте своим мечтам, настойчивы в своих усилиях, с верой сражайтесь за то добро, которого вы стремитесь достичь.
Никто не сможет победить тебя, я с тобой, и вместе мы достигнем сверхъестественных высот благословения. Сегодня я пришел развеять необъяснимую тоску в вашем сердце, печаль, которая порой окутывает вашу душу. Моя цель – вырвать все, что вызывает грусть. Я люблю тебя и держу в своих руках искреннюю и божественную радость за тебя. Пока вы слушаете, представьте, как мои руки нежно ласкают вашу голову. Почувствуйте исцеляющие объятия моего Святого Духа, окутывающие вас. Заявляю, что все недуги, душевные недуги и скрытые муки чисты с головы до ног. Даже в самых темных уголках своих мыслей больше не страдайте. У вас есть прямой доступ к моему трону. Я твой Отец, и дар жизни, который я дал тебе, предназначен для того, чтобы наслаждаться им со своими близкими. Обращать внимание. Я даю вам энергию и смелость, чтобы каждое утро просыпаться с обновленным сиянием. Выйдите на улицу. Позвольте солнечному теплу коснуться вашего лица и без страха поднимите руки. Провозгласите миру, что я ваш пастырь, ваш кормилец, ваш целитель и ваша сила. Будьте уверены, что мое слово служит светильником, путеводителем и светом, который приведет вас в сверхъестественную страну возможностей. Но прежде чем мы доберемся туда, должно произойти исцеление. Страх должен рассеяться, а эмоции стабилизироваться. Новые благословения нельзя принять с рвением души, и прошлое не должно заслонять будущие возможности. Я исключительное, святое и сверхъестественное лекарство от всех ваших недугов. Приди ко мне с уверенностью в трудную минуту, подари себе новое начало. Печаль, боль и тоска теперь позади. Вам даровано исцеление. Позвольте мне на минутку обнять вас и сказать еще более высокие слова. Я желаю тебе просыпаться каждый день с радостью и непоколебимой верой в мою глубокую любовь к тебе. Если вы обратитесь за помощью, зная, что моя любовь и обещания нерушимы, я обязательно вам помогу. Покойся с миром, встречай жизнь с безопасностью, миром и радостью, зная, что твой Небесный Отец всегда рядом с тобой, даже в моменты слабости или предполагаемой неудачи. Помните, что моя благодать безгранична, и мое милосердие не знает условий. Я не подвел тебя раньше и, конечно же, не подведу тебя сейчас, в трудную минуту, когда твое сердце болит и душа плачет. Каждое утро открывайте глаза с надеждой, слушайте еще раз и найдите в себе силы встретить свой день. Поверьте мне, вас ждет будущее мира и радости. Аминь. В библейском отрывке в Исходе 23 часа 22 минуты говорится: «Но если ты истинно послушаешься голоса Его и будешь делать все, что я говорю, то я буду врагом твоих врагов и противником твоих противников». Теперь рассмотрим другой перевод. «Но если ты действительно будешь слушать и подчиняться голосу Его, и делать все, что я говорю, то я буду врагом врагам твоим и противником противникам твоим». Давайте перейдем к последней части этого стиха, где Бог обещает быть врагом наших врагов и противником наших противников. Подумайте вот о чем: любому, кто противостоит вам, если вы усердно будете следовать руководству Господа, придется прежде всего предстать перед Богом. Теперь понятно, почему Давид в 23-м псалме сказал: «Ты приготовишь предо мною трапезу в присутствии врагов моих». Давид понимал, что под руководством доброго пастыря и его послушания Божьему водительству ни один враг не сможет противостоять ему. Сегодня я призываю вас встретиться лицом к лицу со своими противниками.
Поговорите с врагом, с тревогой и прикажите ему уйти из вашей жизни. Говорите с депрессией, провозглашая вечную радость в Иисусе. Радость Господня – ваша сила. Столкновение с семейной дисфункцией – это проблема, которую мы можем преодолеть, стремясь к единству во имя Иисуса. Давайте противостоять страху в наших сердцах и принять дух мира, любви и здорового духа, который предлагает нам Бог. Как верующие, мы нуждаемся в Иисусе каждый день, поскольку Он дарует нам милость, благодать, благосклонность и защиту, независимо от наших способностей или богатства. Хотя мы не можем полностью защитить себя от нападений, Псалом 34:9 уверяет нас, что скорбей у праведных много, но от всех их избавит нас Господь. Важно помнить, что могут возникнуть трудности и препятствия, но Бог избавит нас от них. Важны не наши способности, а Иисус Христос, который может блокировать стрелы врага, сорвать его планы и раскрыть его ловушки. Во 2 Коринфянам 4:8-9 нам напоминают, что мы можем быть обеспокоены, сбиты с толку, гонимы и унижены, но не огорчены, отчаялись, покинуты или уничтожены. Какой бы серьезной ни казалась ситуация, Бог не оставил нас. С Иисусом победа гарантирована. Он может нападать и строить планы, но Он не может лишить нас надежды и веры в Него. Давайте стоять твердо, взирая на Иисуса и позволяя Ему быть началом и концом всего, что нас касается. В молитве восхвалим святое имя Иисуса, признавая Его своей крепостью, прибежищем и силой. Мы просим сверхъестественной защиты Его крови вокруг нашего дома, семьи и каждого места, где мы находимся. Давайте пригласим Его могущественное присутствие в нашу жизнь, прося Его блокировать каждую атаку, отменить каждый план и раскрыть каждую ловушку врага. Мы заявляем во имя могущественного Иисуса, что никакое оружие, созданное против нас или нашей семьи, не будет процветать. Мы покрыты кровью Иисуса и полностью доверяем Ему. Давайте отдадим Ему все наши заботы, зная, что Он верен, чтобы избавить нас. Да будет Он прославлен и превознесен во веки веков. Аминь. Для христиан благочестивые отношения – это не просто возможность, это императив, неоспоримая необходимость. Это постоянный поиск угодить Богу во всех аспектах жизни. Мы не должны просто искать Божьи руки, спрашивая, что Он может сделать для нас. Вместо этого давайте смело приблизиться к Всемогущему, прося Его работать в нас, формировать наш характер и преобразовывать наши отношения. Опасная ловушка для верующих – это легкость, с которой мы скатываемся в самодовольство, коварное место, где нет ни огня, ни страсти к Богу. Не будем привыкать к Божьим благам, относясь к ним как к чему-то обычному. Давайте сопротивляться соблазну утешения, ибо оно угошает пыл к Богу. Давайте никогда не позволим себе стать равнодушными или самодовольными. Давайте помолимся, чтобы Бог зажег свой огонь в наших сердцах и ярко горел для Него. Давайте всегда помнить о благодарности, ведь неблагодарность – признак нераскаянного сердца. Будем постоянно благодарить за непостижимую любовь Бога, принесшего в жертву Своего Сына ради нашей вечной жизни. Эта любовь требует вечной благодарности. Подумайте о физической агонии, которую Христос претерпел из-за любви, согласно Исаии 53:5. Не будем соглашаться, а будем верующими с ненасытной жаждой более глубоких отношений с тем, кто пострадал за нас из любви. Когда вы в последний раз благодарили Господа за простые, но глубокие благословения,
такие как здоровый дух, функциональные чувства и дыхание жизни. Благодарность должна пронизывать наше существование. Давайте никогда не забывать быть благодарными и признавать Божьи благословения в нашей жизни. Мой дорогой сын/дочь, сегодня я приду к тебе домой и изменю твою судьбу. Ваша молитва, полная веры и искренности, призвала меня сюда. Знайте, что я пришел спасти вас, потому что я обладаю силой и волей быть ключом, открывающим дверь чудес. Твоя вера – это ключ, но пойми, что я глубоко люблю тебя при любых обстоятельствах. Ты всегда найдешь во мне утешение. Вы терпите страдания и нуждаетесь в моей помощи. Моя любовь окружает тебя и лечит без осуждения, и мое ласковое присутствие обнимает тебя молча, без упреков. Вам нужно мое дружелюбное ухо, которое терпеливо слушает, не перебивая. Расскажите мне о своих желаниях, потому что это правда. Твои собственные силы достигли предела. Пришло время осознать свою потребность. Я знаю, что ты и твоя семья проходите через жестокую пустыню, где одиночество иссушает надежду. Ваша душа жаждет любви из-за многих унижений, которые вы пережили. Дорога горит, и ты кричишь, наступая на горящие камни, вызывающие слезы боли. Я понимаю, что ты чувствуешь. Продолжай идти и верить, что даже посреди этих страданий моя рука держит тебя. Однако я пришел защитить вас от врагов, которые нападают на вас и причиняют вам вред. Все, от чего вы страдаете сегодня, это просто процесс очищения. Как золото сияет только тогда, когда проходит через огонь, так и вы будете сиять и очищаться от стойкого негатива внутри вас. Я говорю вам это не для того, чтобы принизить вашего брата, а для того, чтобы побудить вас протянуть руку помощи тем, кто упал. Оставьте гнев, тщеславие, страх, сомнение и неверие. Никогда не зацикливайтесь на прошлом, потому что ничто из того, что вы там испытали, не может сравниться с радостью, которую вы будете испытывать с этого дня. Ищите в своей жизни маленькие и большие вещи, за которые вы благодарны. Идите с чистой совестью, с моими добродетелями в сердце. Вы стоите больше, ваша семья стоит больше, и ваше будущее стоит больше, чем деньги, имущество, дома, профессии, работа, слава или популярность. Не бойтесь потерять материальные блага и не плачьте о них. Прежде всего, что действительно имеет ценность, так это твоя любовь ко мне. Ищите меня изо всех сил, ибо я ваш кормилец, и теперь я дам вам то, что вам нужно. Я удовлетворю вас подлинными благословениями, открою перед вами многие двери и подарю вам хорошие возможности. Благословения будут излиты на вас обильно. Обратите внимание на то, что происходит вокруг вас. Помните, что я могу трансформировать негатив в вашу пользу. Так что не отчаивайтесь, если поначалу вы столкнетесь с препятствиями, которых не понимаете. За каждой проблемой и разочарованием я скрываю процветание и обильные благословения. Приготовьтесь мудро распорядиться тем, что я дарую вам. Ищите руководство в моем слове, чтобы усилить дары и таланты, которые я вложил в вашу жизнь. Не поддавайтесь соблазну материальных благ. Не поддавайтесь славе и не беспокойтесь о накоплении долгов для приобретения тщеславия. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Стремитесь поднять свою духовную жизнь на более высокий уровень. Приложите усилия, чтобы учиться на моем слове и узнать меня лучше. Я открою вам многое.
Я хочу, чтобы вы стали свидетелями чудесных чудес и были усердны в вопросах здоровья и семьи. Не оставляйте ничего на потом. Я даю вам силу и разум для разрешения различных ситуаций. Сегодня я не хочу, чтобы вы впали в отчаяние в последнюю минуту из-за того, что что-то пошло не так, из-за того, что вы не последовали моему совету, и чтобы вы были раздавлены разочарованием. Бог говорит с тобой, мой дорогой сын. Приготовьтесь к череде невероятных событий, ведь ваша жизнь вот-вот осыпется благословениями, как в сценах из этого видео. Если вы доверяете Богу в течение следующих нескольких месяцев, представьте себя сидящим в своей новой машине перед домом, который вы когда-то считали превосходящим ваши самые смелые мечты. Пока ваш банковский счет достигает $1 миллиона. Все это достижимо, просто досмотрев это видео до конца. Я желаю осыпать вас и вашу семью духовным и финансовым изобилием. Доверьтесь мне, и я позабочусь обо всех ваших потребностях. Я жажду жизни для тебя, которая не только будет наполнена счастьем и миром, но и будет наполнена благословениями. Напишите 1111, если верите в Бога. Думай обо мне как о хлебе жизни. Приходите ко мне, и вы никогда не останетесь голодными и ни в чем не нуждаетесь. Я, как живая вода, утоляю твою жажду и оставляю тебя полностью удовлетворенным. Я предлагаю вам жизнь вечного изобилия и переполняющей радости. Давайте присоединимся к молитве, выразив благодарность Богу чудес за любовь, прощение и новые начинания. Ищите руководство, защиты и обеспечения для своих повседневных нужд. Осознайте постоянное присутствие и заботу всемогущего Бога, который обеспечивает, исцеляет, восстанавливает и благословляет без меры. Отдайте все и наблюдайте, как процветание наполняет вашу земную жизнь, а сокровища накапливаются на небесах. Присоединяйтесь ко мне и повторите эти утверждения. Ваше здоровье улучшится, ваши финансы увеличатся, и у вас их будет более чем достаточно не только для себя, но и для помощи другим. Будьте готовы к чудесам и благословениям, которые вот-вот постучатся в вашу дверь. Напиши 1212, чтобы подтвердить свое расположение, мой дорогой сын. Дорогая, как ты сегодня? Я чувствую резонанс ваших молитв и ощущаю глубокую перемену в вашем сердце. Твои слова доходят до меня ясно, и твои слезы, полные веры, драгоценны для меня. Ваш смелый подход к каждому новому дню, несмотря на тяготы, которые вас тяготят, наполняет меня огромной радостью. Ваша бесстрашная решимость перед лицом жизненных проблем и осознание того, что я здесь, чтобы помочь вам. Вы ценный дух, и я ценю вашу необыкновенную веру, которая принесет чудесные преобразования в вашу жизнь. Я рад быть свидетелем ваших побед. Помните, что вы не созданы для того, чтобы прятаться из-за страха или бездействия. Если страх возникнет снова, выбрось его во имя мое. Отдыхайте, когда необходимо, так как я не жду от вас ненужных занятий. Не обременяйте себя лишними заботами, ваша вера и мир наполняют меня радостью. Отдыхайте, когда необходимо, но и сражайтесь, когда вам говорят. Найдите минутку, чтобы подышать. Я буду сражаться в ваших битвах от вашего имени, и я доволен вашей искренностью, которая согревает мое сердце. Я рад, что ты приходишь ко мне каждый день, ища моего присутствия. Слушай внимательно, мой любимый сын, впечатай мои слова в своей душе. Моя воля ясна, и я исполню ее, чтобы доставить удовольствие самому себе.
Воистину, все, что вам нужно, это непоколебимая вера, вера в мою реальность и понимание того, что вас ждут бесчисленные блага. Это мое обещание, и я не откажусь. Примите мои благословения со смирением и не оправдывайтесь. Если ты действительно хочешь доставить мне удовольствие, прими мою волю. Знай, что я люблю тебя глубоко и что моя любовь к тебе вечна. Моя любовь исцеляет, утешает и окружает тебя защитой и лаской. Вы прошли через период борьбы и одиночества, чувствуя себя брошенным и забытым. Но это осталось позади. Сегодня я здесь, чтобы укрепить вас и устранить отчаяние в вашей душе. Мои обещания никогда не сойдут с твоих уст. Когда тревоги одолевают вас, приходите ко мне за отдыхом, в котором нуждается ваше сердце. Помните, что я ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Я держу в своих руках превосходную провизию, и вы ни в чем не будете нуждаться. Я ваш путь к спасению, и мое божественное присутствие изгоняет всякий страх из вашей жизни. Ваши корни будут посажены рядом с живой водой, а ваши плоды благословят вашу семью и многих других. Если вы ищете чего-то настоящего и вечного, и если вы жаждете настоящей любви, я здесь. В те дни, когда тебе хочется плакать без причины, ищи прибежище в моей любви. У вас нет выбора, многие могут предложить вам ласку, но всегда ждут чего-то взамен, всегда требуя большего. Они могут обещать терпение, дружбу или даже счастье, но бросят вас, когда вам больше нечего будет дать. Пожалуйста, помоги нам принимать праведные решения в нашей жизни, и пусть наши шаги будут гладкими под Твоим божественным влиянием. Благослови наши дома, семьи, детей и друзей. Мы выражаем нашу благодарность за безграничную любовь, которую вы нам дарите. Тем, кто признает вашу доброту, мы говорим «Аминь».